Салам, менин атым Мерим, мен Медиа Хабтын журналисти болом. Мен сиздер менен бүгүн президент жакында эле туристтик сезондун башталып жаткандыгына байланыштуу кыргызстандыктарга жасалган кайрылуусу боюнча сүйлөшмөкчүмүн. Эсиңиздерде болсо, президент ошо өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга ушу туристтик сезон башталып жаткандыгына байланыштуу эгерде Кыргызстандын ичинен чет өлкөнүн жарандарын көрүп калсаңар, аларга ийкемдүү болгула, тейлөө сапаттарыңарды жакшырткыла деген мааниде кайрылуу жасаган болчу. Бүгүн ошо биз президенттин бул өтүнүчү кандай аткарылып жаткандыгын көрмөкчүбүз. Дегеним, Орто Азиядан ондогон жарандар келип Бишкекте азыр жашап жатышат. Биз алардын Бишкектеги тейлөө кызматын сапатын сурамакчыбыз. Деги эле Кыргызстан аларга кандай таасир эткени тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуз. Да, для меня это вообще первая поездка за рубеж, так получилось. Да, это, в принципе, первый раз в Кыргызстане. В Бишкеке первый раз я приехала сюда еще в марте и по сей день нахожусь здесь, но ранее я была в Кыргызстане, но чаще всего я ездила именно в Чолпонату. Да, я первый раз в Бишкеке, и первый раз в Кыргызстане. Да, я в первый раз в Бишкеке, это моя первая поездка. Не впервые в Бишкеке, я раньше была в детстве, однако сейчас это мой первый раз в осознанном возрасте тут. Я в Бишкеке первый раз. В Бишкеке я нахожусь уже практически 2 недели. Очень многие советские сооружения сохранились, да, в таком первозданном виде. В самом центре у вас есть улица Кофеин, да? Вот она мне очень понравилась. Мне очень понравилось, насколько в Кыргызстане развита культура косплея. Здесь я с марта, я успела побывать на 2 фестивалях, и я узнавала, в Узбекистане это вообще не развито, а в Казахстане так часто такие мероприятия не проходят. Мне очень нравится город, потому что, по сравнению с Ташкентом, здесь очень много простора для глаза, и очень много можно увидеть гор, можно увидеть зелени, очень много, что тоже для Ташкента невероятно, потому что у нас очень большая вырубка идет деревьев. Мне очень понравился национальный музей, там красиво, много различных экспонатов, есть что посмотреть. Мне нравится, нравится, что тут нет высоток. Да, это интересно, что тут я спросила, что максимум 9-этажки, 11-этажки сказали, но очень круто, что их нет, потому что Бишкек такой, он особенный, мне кажется. Второй минус — это сервис, наверное. Но мне вообще сказали, что мы живем довольно в хорошем отеле, что он здесь считается довольно престижным. Я зашла в номер, в этом номере стоял какой-то мужчина, подошла девушка, сотрудница отеля, она хотела ему объяснить, но я так поняла, что она не говорит по-английски. И опять-таки для меня это показалось тоже довольно странным, потому что если ты работаешь в отеле с определенным количеством звезд, и ты знаешь, что у вас там живут иностранцы, мне кажется, одним из главных критериев приема на работу в этот отель должно быть знание иностранного языка. Очень не нравится то, как тут развито мошенничество на уровне аренды квартир. Я из-за того, что сюда приехала давно и столкнулась со сложностями в поиске жилья именно на том уровне, то, что популярные платформы, через которые можно найти потенциальных арендодателей, наполнены такими мошенниками, и я успела уже с этим столкнуться. Мне не очень нравится, как организован сервис, потому что в этом плане мы ушли чуть-чуть, наверное, вперед. Да, невероятно. И вот в этом плане сервис здесь хромает, то есть в такси сервис хромает, и в обычной жизни, то есть даже в ресторане мы сталкиваемся, что официант там про нас забывает, только делаешь замечание, он говорит, ну и чё? То есть это тоже такое вот. Они как будто пытаются здесь заработать, хотя, то есть, если гость заселился, он уже и так заплатил, но они прям, не знаю, пытаются как-то еще дополнительные услуги какие-то навязать. И нам сказали, что в ЦОНе регистрация стоит 500 ЦОН, но вы там целый день в очереди простоите, поэтому дайте 2000, мы вас зарегистрируем. Мы дали действительно эти 2000. В итоге, как оказалось, что нам должны были дать чек, какой-то, что нас приняли деньги, нам этого ничего не дали, но дали хотя бы в итоге регистрацию, мы этим тоже довольны. Возможно, я живу в таком отеле, где обслуживание такое. Может быть, в других отелях Кыргызстана все намного лучше, но, допустим,
То, что я заметила, то, что они не здороваются. Самое базовое правило, мне кажется, обслуживающего персонала — здороваться своим клиентам, своим потребителям. И меня это удивило. Ну, там, получается, идет ремонт, и у нас была вместо экскурсовода, по-моему, просто какой-то человек. Она не знала, по-моему, всех подробностей, так, чисто по дефолту, по стандарту. То, что нужно сказать, то сказала. Конечно, хотелось больше услышать о Чингизе Айтматове. А в какой-то момент она вообще на одну из девушек сорвалась, когда ей сделали замечание насчет того, как вы привлекаетесь. У нас здесь группа гостей. Она с таким видом сказала: ну и что? Радуйтесь, что я вообще вас впустила сюда. Вот, мне как-то так немножечко неловко было в тот момент, и у меня как будто появилось чувство вины за то, что я вообще пришла в этот дом. Она была очень странной. В это время, вместо того, чтобы проводить экскурсию, она могла бы пить кофе спокойно на террасе, и вообще должен был быть ремонт. И мы должны быть благодарны за то, что она принесла ремонт на следующий день, и мы смогли как бы увидеть этот музей. В целом музей очень сам красивый, информативный, но просто это высказывание, конечно, оно испортило впечатление. Но после этого момента, когда, получается, моя подруга, которая из Кыргызстана, высказала свое мнение, она стала как-то более приветлива к нам, и она начала уже более активно все рассказывать. Я надеюсь, что это просто случай, а не система. Меня удивило то, что, во-первых, нас туда впустили, я имею в виду, потому что для меня удивительно то, что резиденция президента находится очень близко с этим музеем, буквально за забором. Это было очень такое положительное, еще реально очень удивительная вещь. Кстати, у меня есть отзыв про хороший сервис. Это дяденька, который торговал куртом в самом центре. Мне сказали, это самый популярный продавец курта в Кыргызстане. Нурбек какой-то, который продавал курт возле подземки, когда вот выходишь, он был очень максимально приветливым. Он даже бесплатно нам курт один дал. И вот у него, не знаю, у него был хороший сервис обслуживания. Мне сказали, что он вообще местная звезда. Очень такой теплый, приветливый мужчина. Мне кажется, ему надо мастер-классы раздавать. То же самое с такси, то есть если им не хватает сдачи, то мне ничего не дают. Говорят, что стоите, выходите, все. Они как-то не помогают. Условно, если у меня огромная сумка, багаж, то они не очень приветливые. Возможно, они как-то негативно смотрят на людей с багажом, скорее всего. Не нравится, что тут такси дорогое. Я понимаю, бензин дорогой, да, но в любом случае. На уровне общественного транспорта много есть проблем. Я знаю то, что у тех же маршруток есть какой-то лимит в ограничении в количестве людей, но они настолько забитые, что это страшно. Потому что они очень маленькие, в час пик там забивается очень много людей, и это неудобно, мало места. У меня была сумка большая на плече, в руке у меня был лимонад, и я не знала, как держаться, потому что было очень мало места. И просто пришлось вот так держать напиток, и мизинчиком держаться за поручень и доставать копейки из своих карманов, чтобы оплатить проезд. Это вот было очень неудобно и забавно. Они очень быстро едут. Для меня это был мини-культурный шок. Биркидей. Правильно даже? Да, халява даже это означает биркидей. Бикердей, да. Да. Это просто на баннерах всех написано. Мы такие, это нужное слово, нужно выучить. Рахмат, дукен, у нас дукен, очень похоже, типа гульдер у нас, гульдер, кажется. Саламатсызбы, рахмат, или, допустим, до свидания у нас это сауболнас, а у вас жақсы барыңыз. Здесь журналистика на порядок, на уровень, несколько уровней точно выше. У нас такого пока нет. Нам есть чему поучиться, я уверен, у наших братьев-кыргызов. Журналистика в Казахстане, она немножечко находится под колпаком
так сказать. То есть ты не знаешь, в какой момент за тобой могут приехать, в какой момент тебе и откуда может прилететь. То есть всегда есть какой-то риск. Здесь я так поняла, что журналисты не особо на этот счет волнуются, они как бы знают, что за них есть кому постоять. Свое стремление к свободе, что ли. И когда я смотрел за, так скажем, событиями, которые происходят в вашей стране, я внутри, ощущал такую гордость. Все-таки в самом Кыргызстане, как я сказала, свобода для взгляда и свобода вообще здесь. То есть я вижу, что люди на улицах очень по-разному одеты. Безусловно, в Кыргызстане чувствуется свобода. Сами люди очень общительные, дружелюбные, отзывчивые, приветливые. Это однозначно большое преимущество Бишкека. Чувствую, что это мой народ. Это вот первая страна, в которой я ощущаю очень такой расслабленную такую атмосферу. По сравнению с Таджикистаном здесь более насыщенно на уровне событий и, в принципе, городская жизнь более развита. Приехала бы ли я еще раз? Обязательно приехала бы, конечно, но уже с какими-то, взяла бы какие-то туры вне Бишкека. Я очень хотела поехать в Культор, я хотела поехать, сейчас забыла имена, но в общем всякие эти на природу, в горы, но, к сожалению, у нас программа очень интенсивная, не получается, но очень хотела бы, и я приду, я планирую, спасибо. Ооба тилекке каршы мына жаңы эле айтып кеткендер сөздүн баары туура. Мен алар менен чогуу жүрүп, ушу коомдук жайлардагы такси кызматтары жана башка кызмат көрсөтүүчү Бишкектеги жайлардын сапаты өтө төмөн экенин көрдүм. Айрым учурда абдан уялып дагы жаттым. Келгиле катабызды оңдойлу, өлкөдөгү туризмдин өнүгүшүнө салым кошолу.